Итоги завершающего месяца января. С 1 января 2019 года вступили в силу Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях. За нарушение правил благоустройства города были установлены штрафы за плевание, выброс, сжигание мусора, повреждение лифтового оборудования, несоблюдение тишины в общественных местах, открытие люков, колодцев, нарушение правил содержания собак и котов, заведомо ложный вызов милиции, пожарной охраны и скорой помощи, самовольное расширение земельного участка, уклонение от родительских обязанностей и курение табачных изделий в запрещенных местах. 7 января на площади Алато в Бишкеке прошел митинг. Собралось около 200 человек. Митингующие выступали против незаконной миграции китайцев в Кыргызстан. Позже, 17 января, митинг на площади Алато продолжился. У митингующих были следующие требования: проверить все предприятия китайцев, ввести мораторию на выдачу гражданства Кыргызской Республики всем иностранцам, кроме этнических кыргызов, проверить целесообразность взятых кредитов у КНР и выяснить, на что их потратили. В случае выявления коррупции привлечь ответственных. Кроме того, им не нравилось то, что кыргызские девушки выходят замуж за китайцев. 9 января президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков объявил 2019 год годом развития регионов и цифровизации страны. Об этом он заявил на встрече с жителями Сокулукского района Чуйской области. Президент напомнил, что 2018 год был объявленным годом развития регионов, и основная деятельность была направлена на развитие регионов, открытие новых рабочих мест, создание благоприятных условий для развития предпринимательства в сельской местности. 5 января 2019 года футбольная сборная Кыргызской Республики впервые в истории приняла участие в Кубке Азии, сумев выйти в плей-офф с 3-го места. Сборная Кыргызской Республики потерпела 3 поражения. Сыграв с футболистами Китая, уступила со счетом 1-2. В игре с Южной Кореей со счетом 0-1 и завершающую игру с Арабскими Эмиратами со счетом 3-2. Также одержала одну победу над сборной Филиппин со счетом 3-1. 24 января на площади Алато прошел концерт в честь сборной Кыргызской Республики по футболу. В социальных сетях кыргызского сегмента распространилось видео, герой которого плюнул в сторону Белого дома, а также приготовил 5500 сомов для выплаты штрафа за плевок. Видео молодой человек посвятил высокопоставленным чиновникам, которые умеют только говорить, но ничего не делают. В Иране разбился грузовой самолет Boeing 707 14 января, вылетевший утром из Бишкека. Из 16 человек на борту грузового чартерного рейса Тегеран-Бишкек-Паян кыргызстанцев не было. Вид груза – мясо 30 тонн туши. К середине января стало известно, что по новому кодексу о нарушениях ГОБДД МВД больше не может штрафовать автовладельцев за незаконную тонировку на автомобильных стеклах. Также было объявлено, что Министерство транспорта и дорог проводить рейды по выявлению незаконной тонировки автомобиля не будет, так как Министерство транспорта и дорог не будет выполнять несвойственные ему функции. 15 января в Бишкеке прошла церемония вручения российской военно-технической помощи. Было передано 125 единиц техники. Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поблагодарил российского коллегу Владимира Путина и Андрея Крутько. В январе этого года торговцы рядов Кулуната на Ортусайском рынке вышли на митинг. Они были недовольны тем, что администрация вновь повышает им арендную плату. По словам продавцов, каждые 2 года арендная плата повышается на 2000 сомов, при этом никаких условий не создается. Вскоре после них на митинг вышли циркачи. Митингующие хотели, чтобы директором госучреждений назначили их коллегу-гимнастку Аиду Ахматову. И сказали, что 34 сотрудника из 39 хотят уволиться и устроить представление под открытым небом, выразив протест интригам, начавшимся вокруг назначения руководителя. Артисты хотели, чтобы на их проблему обратил внимание президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. После митинга против китайцев примерно 25-30 журналистов пришли на акцию протеста к зданию ГУВД Бишкека. Представители СМИ были недовольны тем, что правоохранители задержали их коллегу, который во время съемок митинга на площади против китайцев предъявил удостоверение. Представители масс-медиа попросили милицию не препятствовать работе журналистов во время освещения акции протеста. Но заместитель ГУВД отметил, что на митингах следует надевать жилеты с надписью «Пресса».
Недавно, 28 января, около здания Джугурку Кенеша проходил митинг представителей коллектива врачей отделения микрохирургии глаза номер 1 Национального госпиталя Министерства здравоохранения. По словам митингующих, они были вынуждены обратиться к высшему руководству страны из-за правового беспредела, который творится в Национальном госпитале. Они требовали возбудить уголовное дело в отношении заведующей отделением микрохирургии глаза номер 1 Салтанат Иманбаевой. 26 января рэпер Бегиш попрощался с холостяцкой жизнью. Он женился на своей девушке, которую зовут Толгонай. Проводы невесты проходили в одном из ресторанов в городе Тохмок, куда были приглашены родные и близкие молодых и многочисленное количество звезд кыргызского шоу-бизнеса. Вот уже несколько дней в кыргызстанском сегменте социальных сетей не утихают разговоры о прямом эфире, где якобы запечатлен популярный ведущий и юморист Мыхтыбек Мухаев, известный как Мыхы. Эфир транслировала девушка по имени Зарина, которая, находясь в квартире, снимала на камеру телефона себя и спящего молодого человека, напоминающего Мыхы. Скандальный прямой эфир разлетелся по сети за считанные минуты. Пользователи рассылали друг другу самые откровенные отрывки видеоролика. 26 января Мыхы опубликовал иллюстрацию к своему шоу «Эн Мыхы Шоу», на которой запечатлен он и Зарина.